Продовжуємо ефір на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька і це програма «Саба». Зараз ми будемо говорити про вакцини, зокрема про те, чого чекати власне українцям, чи є якісь епідемії. І говорити про це ми будемо з інфекціоністом Євгенією Менджуліною. Доброго ранку, пані Євгенія. Насправді ми вирішили говорити про це у зв'язку з тим, що, наприклад, директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила про те, що за цей рік кількість хворих на менінгококову інфекцію в місті різко зросла. Небезпечною недугою заразилися 27 киян, серед них 18 дітей віком до 17 років, померли 3. Торік усього було 10 хворих. Ну, тобто, що ви можете сказати, чи дійсно є якась епідемія? Тому що навіть у засобах масової інформації я постійно зустрічаю те, як розпізнати менінгіт, які симптоми і що робити, куди звертатися. Сказать, что менингококковая инфекция – это новость для нас? Нет. Мы работаем как инфекционисты достаточно часто со случаем менингококковой инфекции, проявления менингита в частности и менингоэнцефалитов. Если, например, случается повышение заболеваемости, мы еще не кричим о том, что это эпидемия и все поголовно заразятся менингококковой инфекцией. Очень часто менингококковая инфекция у иммунологически здоровых людей протекает в виде простого насморка. А уже какие-то факторы агрессии со стороны иммунной системы, окружающей среды могут уже инициировать проявление менингококкового менингита, менингоэнцефалита. Это все сугубо индивидуально, и уровень заболеваемости, в принципе, он не так уж и отслеживается. Не все, кто больны насморком, идут сдавать бак-посевы и верифицировать, да, чем непосредственно инициирован у них заболівання. Тоді давайте зупинимося все ж таки на симптомах. Тобто на що варто звернути увагу і занепокоїтися, зрозуміти, що потрібно йти до лікарні? Конкретно менингококковая инфекция начинается, во-первых, остро. Высокое повышение температуры тела, цифры 38, 39, 40. Головокружение, головные боли, сопровождаемые рвотой, не снимающиеся головные боли привычными для нас средствами, да, которые мы привыкли, там, аналгин, цитрамон, парацетамол, еще что-то. Немного можно снизить температурную реакцию, но головная боль от этого не проходит. И опять же таки на пике головной боли возникающая рвота. Очень типично для менингококковой инфекции определенная сыпь, которая может быть в каких-то участках тела локализована, может быть по всему телу. Сыпь в виде вот таких вот красных звездочек, да, чтобы вот понять, как это выглядит. Вот как мы ударились только-только, и вот синяк в самом начале стадии кровоподтека. Вот так выглядит менингококковое высыпание. Если на фоне повышения температуры тела, головных болей появляется вот такая сыпь, опрометчиво, не дожидаясь никого и ничего, ближайшего родственника, кто независимо от того, кто это заболел, да, с собой, или на личном транспорте, или посредством кареты скорой помощи транспортировать в инфекционное отделение, потому что в терапевтическое отделение нежелательно, это достаточно контагиозное заболевание, ближайшее вообще, где-либо, где есть врач. Чому ми взагалі вирішили говорити про це? Тому що дещо паніку підняли декілька повідомлень у ЗМІ про те, що, от, наприклад, від менінгіту померла 19-річна дівчина на Київщині. Вона вже в реанімаційному відділенні померла, тому що спочатку просто різко підскочила температура, і лікарі вже нічого не змогли зробити. Також 2-річна Мілана 31 жовтня, так само такі симптоми. Напередодні ввечері в неї різко підскочила температура, відвезли до лікарні, але вже нічого зробити не змогли. Тобто, наскільки швидко треба реагувати і чи дійсно ще є шанс якось, ну я не знаю, одразу, чому лікарі насправді не можуть вже нічого зробити? Це ж не може бути так, що от в 1 секунду підскочила температура і вже нічого не можна вдіяти. Может быть. Дело в том, что инфекционный процесс, он может быть как латентный, то есть длительно развивающийся. И у нас есть время диагностировать болезнь и направить в нужное русло пациента. Есть, к сожалению, молниеносные формы инфекционных болезней. Это касается не только менингококковой инфекции. Очень многие инфекционные заболевания могут развиваться мгновенно, молниеносно.
К сожалению, это связано, во-первых, с самим возбудителем, с степенью попадания возбудителя в организм человека, с иммунной системой человека. То есть эти случаи частные, их невозможно стандартизировать, что вот здесь вот будет такое проявление, а здесь будет такое проявление. Это многокомпонентный фактор, но молниеносные проявления определенных заболеваний существуют. И здесь я не могу сказать, что это врачебная ошибка или ошибка тактики ведения родителей, несвоевременное обращение. Здесь можно привести вообще ребенка только-только, да, вот час назад у него что-то проявилось, но, к сожалению, такая форма заболевания. Да, и даже если у нас под руками будут все средства, которые только доступны в нынешней медицине, антибактериальная терапия, средства поддержания витальных функций больного, к сожалению, есть необратимые факторы. Ну, аби запобігти, я правильно розумію, один з найефективніших способів – це все ж таки вакцинація. Да, конечно. І от є інформація про те, що в Україні можна зробити щеплення від менінгококів типу А і С, а от типу Б такої вакцини в Україні не зареєстровано. З чим це пов'язано? Чому так? Ну, регистрация вакцин и вообще вакцинальная политика, мне кажется, это больше вопрос к административному корпусу. Мы, в свою очередь, как врачи, единственное, что можем фиксировать статистику заболеваемости и подавать эти данные, опять же таки, на более уже административный этап. Почему нет, я не могу ответить вам на этот вопрос. Я могу только сказать спасибо, что есть хоть это, и давайте как-то вносить это в календарь обязательных прививок и инициировать вакцинальную политику в сторону все-таки давайте вакцинироваться, а не уходить от вакцин и как бы вот мы не вакцинируемся, видите, как хорошо мы живем. У зв'язку з цим, насправді, українці почали все частіше їздити за кордон, робити щеплення. І вже навіть є певні тури організовані, такі реально люди їздять просто зробити вакцину і повернутися. Зокрема, от у контексті цієї менінгококової вірусу. І наскільки, от ви можете сказати, це вже масово правильно роблять чи ні? Нет, это частные случаи. Вообще медицинский туризм, скажем так, уже становится популярным не только в плане вакцинальной политики, но если человек может себе позволить получить медицинскую услугу профилактического характера вне границ нашей Родины, то, к сожалению, выбор идет в соседние страны. То же самое касается моей семьи и меня лично. Выбор вакцинации пал на соседнюю с нами страну Беларусь, и своего маленького ребенка я вакцинирую в Беларуси, потому что контроль качества и соблюдение графика поставлены на учет государства. Это государственный интерес следить за качеством профилактики инфекционных заболеваний у своего населения. Соответственно, я полностью доверяю вакцинам соседней нам стране. А в Україні довіряти вакцинам не можна? К сожалению, нет. А з чим це пов'язано? Чому? Это связано в первую очередь с качеством вакцин, которые сюда завозятся, опять же таки вот с нашей какой-то политикой, не то чтобы небрежного отношения к вакцинации, но это идет по остаточному какому-то вот пути, закупка хороших препаратов. Это все, скажем так, вопрос совести, вопрос ответственности. Если мы хотим получить здоровое поколение, нам надо об этом думать еще с молодых ногтей. Но как-то вот все отдано на откуп родителям. Это ваши дети, вот вы и думаете, как вы будете решать этот вопрос. Соответственно, родители выкручиваются и изобретают велосипед. Хотя на самом деле этот велосипед давно был изобретен и, скажем так, оформлен. Но соблюдать правила почему-то упорно наши администраторы со стороны Министерства охраны здоровья не хотят. Якщо говорити про вакцинацію від менінгіту, зараз вартість такої вакцини в Україні і за кордоном, ви орієнтуєтеся в цифрах? Вообще плюс-минус цена на активно-биологические препараты не то чтобы стандартная, вот здесь это там 3 рубля, и здесь будет 3 гривны, а там это будет 3 евро. Такого нет. Но плюс-минус порядок будет где-то одинаков. Эта разница будет невелика, но вообще стандарты цен, они практически одинаковые.
Ну, є інформація просто, що, наприклад, у Польщі вартість такого щеплення – це 1000 гривень, в Україні в аптеках від 800 от 800 до и 1000. выше. Так. Але, знову ж таки, якість різна. Тобто в Польщі тебе прищеплять вакцини там одного типу, так, а тут іншого. І Ну, якість... на данный момент как в Польше, так и у нас. Это вакцина одна, производство Sanofi. Вопрос, опять же таки, как она была ввезена к нам в страну, как она хранилась, это все исключительно на совести фармацевтов, которые занимаются распространением и хранением данного вакцинального препарата. А в других странах, к сожалению, ну, не к сожалению, а к счастью, это контроль непосредственно со стороны государства. Хотіла би поговорити ще про епідемію грипу, тому що ми раніше обговорювали це питання, що чекають в Україні на 2 види грипу – це Брізбен та Гонконг. Такі Да, это старые. Так, і на що чекати ще, і яка ситуація тут зі щепленням, з вакцинацією? В Украину в этот эпидсезон входит, скажем, 3 вируса гриппа. Один из них новый для нас, мы столкнемся с ним впервые. 2 уже циркулировали на просторах нашей страны непосредственно уже на протяжении некоторых лет, то есть иммунизация к нему уже есть. Даже если кто-либо не профилактировался, все равно, возможно, даже уже сталкивался с этим вирусом. Вакцинальная политика в нашей стране началась активно проводиться с октября месяца, когда стали доступны вакцины против гриппа непосредственно для этого эпидсезона. О том, что будет циркуляция данных типов вируса, известно было еще заранее, мы скажем даже с весны, но тем не менее был затянут процесс до осени, хотя активный иммунитет и активная иммунизация в эпидсезоне должна проводиться еще с конца лета, с начала осени, чтобы люди уже с правильно выработанными иммунными компонентами вступали в эпидемический сезон. У нас все делается как вот санки заготавливаются зимой, і соответственно. А зараз вже пізно робити щеплення від грипу? От Мічигану цей тип, Брізбен, Гонконг? Ну, скажем так, по эпидпоказаниям не то чтобы поздно, но это уже называется экстренная профилактика. Показания хорошие для вакцинации, это вот был, например, конец сентября, начало октября. Это плавное вступление иммунной системы в накопление активных иммунокомплексов, чтобы потом иммунная система активно боролась с вирусом гриппом. Сейчас это все делается с колес. Сейчас у нас уже организм несколько вымотан вот этой всей осенней бессолнечной погодой, осенними депрессиями, там, измотанностью на работе и так далее и тому подобное. Сейчас это уже нагрузка на иммунную систему, потому что вирус уже в ходу. Заболеваемость населения уже растет. А проблем з вакциною, з наявністю її в аптеках зараз На данный момент нет. немає? Тобто можна... А і яка вартість такого щеплення? Средняя цена около 300 гривен. Ну и дальше, естественно, она варьирует. Есть на поликлинических государственных этапах, есть в частных клиниках, это не проблема сейчас найти вакцину. Есть и корейские вакцины, есть и нидерландские вакцины. Все, опять же таки, на Між ними выбор. є якась різниця? Чому краще віддати перевагу? Нет, на данный момент все вакцины, в общем-то, хорошего качества, и корейские в том числе, нидерландские, само собой, они на вакцинальном рынке уже много лет, и доказана их эффективность и качество. Но, по крайней мере, осложнений от корейских вакцин на сегодняшний день таких вот серьезных не зафиксировано. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо. Євгенія Менджуліна, інфекціоніст, говорила з нами про ситуацію стосовно можливих епідемій, зокрема епідемії менінгіту та щеплення. Зараз ми перериваємося на декілька хвилин і потім повертаємося в студію. Будемо говорити про українські стартапи, про українських підприємців. Буде цікаво, не перемикайтеся.